День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. И сегодня, подводя итоги уходящей недели, мы расскажем вам о самых интересных событиях. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. Большая пресс-конференция Владимира Путина. О чем говорил глава государства. Дальний Восток требует к себе особого внимания, и это комплексная работа. Не только прекратить депопуляцию, а наоборот, сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной в современных условиях. Отмена QR-кодов в республике и другие послабления на фоне снижения заболеваемости COVID-19. В связи с тем, что возрастает уровень иммунизированных, то есть иммунная прослойка в республике, Айсен Сергеевич Николаев подписал указ, согласно которому изменились требования, то есть по QR-кодам для допуска в торговые центры эти требования отменяются. Праздничное настроение многодетным семьям. В столице прошла акция Общероссийского народного фронта. По всем праздникам стараемся приезжать, привозить подарки, потому что дети активные, дети развиваются, детям интересно все это, и стараемся устраивать праздник детям. В Москве идут съемки большого российского проекта со звездами первой величины в главных ролях. На чем будет новая лента режиссера Костаса Марсана. А так как я до этого работал только с якутскими актерами, я как-то вот где-то в сознании автоматически переходил на якутский язык, да? И такой думаю, стоп. Безусловно, одним из важнейших событий на этой неделе стала большая пресс-конференция президента Владимира Путина. В Большом зале Манежа собрались 507 корреспондентов. Между всеми соблюдена социальная дистанция. Журналисты трижды сдавали ПЦР-тесты. Первый вопрос задал корреспондент Интерфакса Вячеслав Терехов. Он был посвящен пандемии, состоянию экономики страны и тому, как выбираться из экономического кризиса. И как сам Владимир Путин оценивает работу правительства и Центрального банка в этот период. У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны. Кроме вопросов экономики и борьбы с коронавирусом, глава государства также отметил, что бюджет России носит социально ориентированный характер. Рост расходов на социальные нужды россиян с каждым годом неуклонно растет. Владимир Путин уверен, что социальные расходы федерального бюджета в следующем году превысят 4 триллиона рублей. Значит, во-первых, каково качество бюджета? Конечно, это социально ориентированный бюджет. Конечно. Посмотрите, у нас тоже вчера с коллегами из правительства все это обсуждали многократно. Если посмотреть расходы на тоже здравоохранение и на социалку, да, вот по здравоохранению, значит, если взять расходы федерального бюджета и системы ОМС, и региональные бюджеты, где-то 1,5, 1,7 примерно они тратят триллиона, значит, миллиарда триллиона на здравоохранение. Значит, рост очевидный. Больше того, планировали где-то, по-моему, 3,6 триллиона на здравоохранение из двух источников, из федерального бюджета и из системы ОМС. А в этом году выйдем на цифру где-то около 4 триллионов. 3,9, 4. В следующем году запланировали 4, но явно будет больше тоже. И это просто цифры, абсолютно объективные цифры. Я говорю, это еще без региональных расходов, которые колеблются там, от региона к региону, от года в год, где-то сейчас 1,6-1,7 триллиона. Ну а в ответ на вопрос о том, как он оценивает работу руководителей регионов в период пандемии, Владимир Путин рассказал, что, учитывая протяженность нашей страны, ситуация в субъектах складывается по-разному. При общем руководстве федерального центра отдать на уровень регионов многие решения было правильным. Но в целом руководители проявили себя ответственно, а российское правительство оказывало поддержку из казны. В большом деле, наверное, что-то и где-то можно было делать поточнее, поэнергичнее. Но в целом
руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке, скажем, со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратно увеличилась. Также Владимир Путин положительно оценил результаты усилий команды Юрия Трутнева по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Глава государства отметил, что выстроена целая цепочка поддержки семей для покупки жилья. Это и льготная ипотека под 2%, и сельхозипотека под 3%, ипотека для семей с детьми под 6% годовых. Так, несмотря на повышение цен на жилье, снижение ставок по ипотеке, по стране в этом году введено 90 миллионов квадратных метров жилья. Владимир Путин подчеркнул, что Дальний Восток требует к себе особого внимания и необходимость сделать жизнь привлекательной в современных условиях. Дальний Восток требует к себе особого внимания, и это комплексная работа. Не только прекратить депопуляцию, а наоборот, сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной в современных условиях. Что для этого нужно? Для этого нужно развивать экономику. Нужно, чтобы создавались, это прежде всего, создавались современные, высокотехнологичные, интересные и высокооплачиваемые рабочие места. Чтобы интересно было работать. Первое. Второе, надо, конечно, развивать социалку. Строить, укреплять университет, который возник на острове Русский, укреплять другие учебные заведения, школы строить, детские сады, чтобы комфортно было жить там. О развитии Дальнего Востока шла речь и на встрече главы Якутии Айсена Николаева с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. Во время разговора были обсуждены вопросы развития и модернизации социальной инфраструктуры республики в рамках реализации единой дальневосточной субсидии, а также старт программы подготовки управленческой команды для Дальнего Востока и Арктики «Муравьев-Амурский-2030». Ну а говоря об эпидобстановке, многие жители республики положительно отреагировали на инициативу главы региона. В Якутии отменили требования по допуску граждан в торговые центры по QR-кодам. Соответствующий указ подписал Айсен Николаев. Отмечается, что смягчение ограничительных мер обосновано улучшением санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и повышением количества показателей вакцинации взрослого населения. Согласно новому указу, проведение официальных спортивно-массовых мероприятий республики допускается при половине заполняемости зрительного зала. Кроме того, режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, продлевается до часу ночи. Очень сильно повлияло и на продажи, и вообще, когда для нас каждый посетитель нашего ювелирного салона – это наш гость, да? Он желанен, мы всех их ожидаем. И проблема в чем? Бывают ведь зачастую такие ситуации, когда человек вот сегодня приходит просто посмотреть, эстетически насладиться, пообщаться с продавцами, а на следующий день он придет и купит, да, изделие. То есть это нельзя говорить о том, что у нас какой-то целевой поток пошел, да, поэтому я думаю, что это очень сильно повлияло, и мы видим это по цифрам, и в целом по бизнесу, по отрасли, конечно. Также на этой неделе глава Якутии Айсен Николаев и руководство компании «Алроса» подвели предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности алмазной компании и обсудили план работ на предстоящий год. Все подробности далее. Открывая совещание, генеральный директор компании Сергей Иванов доложил о рекордных продажах, удвоении дивидендных платежей, существенном росте налоговых отчислений, а также планируемом в следующем году увеличении социальных и экологических инвестиций. Могу сразу сказать, что год выдался крайне успешным для компании, несмотря на массу сложностей, которые были связаны с тем, что ряд активов запускался после простоя в прошлом году, были и определенные сложности в связи с рядом ограничений из-за ковида, которые, к счастью, не сказались никак на операционных результатах компании. Так, в уходящем году значительно вырос спрос на алмазно-бриллиантовую продукцию. Воспользовавшись благоприятной рыночной ситуацией, компания может реализовать по итогам года рекордный объем своей продукции – почти в 46 миллионов карат. Как ожидается, к концу года будет добыто примерно более 30 миллионов карат алмазов, а это на 8% больше, чем годом ранее. Сейчас бюджет компании сформирован все-таки с повышенным ориентиром по добыче. Это 34-35 миллионов карат.
Посмотрим, есть факторы, которые настораживают. Это и те изменения климата, которые мы видим, а погода, вы знаете, что влияет на наши операции, особенно в части работы карьеры юбилейной по рискам загазованности. Мы летом из-за задымления некоторые активы приостанавливались. Несмотря на это, в нынешнем году «Алроса» вдвое увеличила объем выплаченных дивидендов в бюджет республики. Это почти 50 миллиардов рублей. Из них в бюджеты 8 улусов, являющихся акционерами компании, поступили около 11 миллиардов, что также является максимальным показателем за всю историю компании и в 2 раза превышает объем дивидендных выплат в 2020 году. Таким образом, в текущем году в бюджет каждого из улусов только в виде дивидендов от «Алроса» поступили более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. И мы видим, что экономика Якутии, не только «Алроса» хорошо сработала, хорошо сработали и другие предприятия. Все это позволяет с уверенностью смотреть на горизонт следующих лет. Сегодня обсуждали подходы к бюджету компании, к инвестпрограмме компании. Инвестиционная программа вырастет существенно на десятки процентов. Это и строительство инфраструктуры, и ввод алмазодобывающих объектов, горно-капитальные работы на наших месторождениях. Все это позволит и создавать, продолжать рабочие места. В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в ближайшее время в рамках этого сотрудничества будет реализовано еще ряд проектов. Мы сейчас понимаем, какие средства будут поступать в бюджет Фонда будущих поколений, и которые как раз будут направлены на реализацию, в первую очередь, социальных проектов, связанных со строительством социальных объектов на территории Якутии, поддержкой молодых, юных талантов. И благодаря этому как раз вот сегодня достаточно такая активная работа идет. Общие налоговые выплаты в концу года, по прогнозам экспертов компании, приблизятся к отметке в 70 миллиардов рублей, из которых более 50 миллиардов также поступят в республику. Напомним, в этом году «Алроса» и Якутия заключили новый договор о социально-экономическом сотрудничестве сроком на 5 лет. За этот период «Алроса» направит почти 4 миллиарда рублей на развитие образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, спорта, науки, охрану окружающей среды и благоустройства территорий. В нынешнем году на эти цели было выделено 700 миллионов, а в 2020 году уже 800 миллионов рублей. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Мы продолжим сразу после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу. Мэр столицы Евгений Григорьев провел на этой неделе пресс-конференцию. Какие же темы прозвучали? Основные тезисы озвучит наш корреспондент Мадина Халикова. Год сложный, но Якутск завершает его с рекордными показателями. С этого начинает свою пресс-конференцию мэр республиканской столицы Евгений Григорьев. Так, за 2021 удалось отремонтировать более 48 километров дорожного полотна. Приступили к капитальной реконструкции проспекта Ленина, пожалуй, самого масштабного и затратного проекта. На следующий год еще 34 километра магистрали приведут в порядок, а также благоустроят 75 дворов. В следующем 2022 году, благодаря участию федерального центра, мы уже заходим на 75 дворовых территорий, что, собственно говоря, является планируемым всем объемом, который мы рассматривали в течение 5 лет. Мы реализуем за 1 год. Растет и бюджет Якутска. На ближайшем заседании городского парламента должны утвердить главный финансовый документ столицы. И, как всегда, он ориентирован на улучшение качества жизни якутян. Так, порядка половины расходов направят на социальную сферу. Вместе с тем необходимо отметить то, что на 17% у нас выросли собственные доходы. Бюджет города Якутска по доходам более 22 миллиардов рублей, по расходам 22 миллиарда 300. Вместе с тем необходимо отметить то, что и ежегодно бюджет города растет, соответственно, больше денег уходит на развитие города Якутска. И развитие это касается и транспортной отрасли. Более 100 единиц коммунальной техники закупят в муниципальный парк. Это позволит обновить устаревшие машины, а также на более качественном уровне обслуживать городское хозяйство. Закупят и автобусы для местных и междугородних маршрутов. Что касается повышения тарифов на общественный транспорт, Евгений Григорьев отметил, от частных компаний уже поступали предложения поднять проезд до 40 рублей, с чем мэрия полностью не согласна. Сегодня установление тарифа – это вопрос диалога
между участниками рынка. Я считаю, что увеличение должно быть в рамках инфляции вместе с обновлением техники, с обеспечением достойного уровня заработной платы для работников и всей обновлением транспорта необходимо, конечно, планово в рамках инфляции закладывать увеличение стоимости проезда. Также журналисты подняли тему безнадзорных животных. Евгений Григорьев отметил, этот вопрос необходимо решать на федеральном уровне, так как законом регулируются правила их отлова и содержания. В общем, пресс-конференция длилась около 1,5 часа. Глава столицы ответил на несколько десятков вопросов, касающихся самых разных сфер жизни. Мадина Халикова, Семен Семенов, Якутск. Ну, конечно, никому не секрет, что в любом северном городе уборка улиц от снега, а в зимнее время одна из актуальных тем. Зима в Якутии не скупится на обильные снегопады, но кто-то не считает необходимостью приводить населенные пункты в порядок, ссылаясь на географическую особенность и уповая на весну, которая естественным способом решит проблему снежных завалов. А где-то ситуация улучшается с каждым годом. Как справляются со снегопадами дорожные службы Ленска, узнавала Анна Кожевникова. Передвигаться по очищенным от снега зимой и подметенным и политым летом дорогам Ленска приятно всем. А помнится, как в былые времена при прежней городской власти в зимнее время перебраться с одной полосы движения на другую было трудновыполнимой задачей. Вместо разметки дорожное полотно разделялось на 2 части снежными бордюрами. На протяжении последних 9,5 лет мы проводили большую работу. На сегодняшний день эту ситуацию мы сломали. Сегодня у нас по городу Ленску определены 2 подрядчика. Хорошая работа подрядчиков, да, она проявляется в повседневной жизни, но особенно проявляется в моменты, когда возникают всевозможные, скажем, природные катаклизмы. Лучшие оценщики работы, конечно, ленчане. Как у нас дороги в этом году убирают? Хорошо убирают, заметно чище стало и меньше скользко. Так как и пешеходу, так, мне кажется, и машинам. Молодцы. Как у нас в этом году дороги чистят? Нынче вроде лучше. С самого начала, можно сказать, чистят, что бровки не нарастают. Я бы сказала, что хотелось бы улучшить эту работу. Ну и в целом по городу, по-моему, основные автомобильные дороги, да. А вот пешеходные, наверное, все-таки стоит доработать. Подсыпки нет. Сегодня снег из города вывозится в больших объемах, а раньше на эти цели деньги не закладывались в бюджете. Дорожники быстро ликвидировали последствия снежной бури, невзирая на то, что небесная канцелярия укутала белым покровом улицы Ленска в выходные дни. Техника работала круглосуточно, вне зависимости от дня. Всю неделю мы вычищали город. И после обильных снегопадов сразу пришли у нас заморозки до минус 50 с ветром. Поэтому сейчас техника стоит у нас на обслуживании. Как только морозы отпустят, сразу техника выходит на зачистку дальше города. Техника во все снегопады отработала на все 100%. Не создавали, грубо говоря, помех ни людям, пешеходам, да, ни водителям. Весь снегопад, все убиралось, все чистилось, проезд везде был обеспечен. По-прежнему ахиллесовой пятой остаются территории вдоль торговых точек. ИП, владельцы самих магазинов, обязаны чистить свою прилегающую территорию. И получается, создаются откосы, на которые просто машина не может заехать. Но чтобы нам срезать эти откосы, да, это получается просто объем снега. Если в совокупности взять, у нас возле каждого магазина есть парковка. Буквально 10 метров этих откосов, это уже выходит машина 2 снега. Нам проще вычистить улицу дополнительную, да, под вывозку, которой даже нету в контракте под вывозку. Вывозим улицы такие, предприниматели пусть сами обслуживают свои территории. В этом году популярность по труднопроходимости получил тротуар вдоль одного из самых востребованных магазинов «Полесский». Жители близлежащих домов вынуждены перебираться с сумками наперевес сквозь эти уже затвердевшие сугробы. Еще один проблемный участок дороги находится вдоль улицы Победы, которая протяженностью 3 километра. На ней расположено крупнейшее предприятие города, и не у всех ленчан есть возможность добираться на работу автомобилем. Подрядчики ссылаются на то, что тротуарных дорожек здесь нет, но, к примеру, на этом участке до снегопада она была. Это пешеходная зона располагается буквально в нескольких метрах от центрального перекрестка, а дальше ситуация только ухудшается. Людям приходится идти вдоль дороги, рискуя жизнью ежедневно. Причем автомобили здесь зачастую превышают скоростной режим.
Вот когда такие со стороны незначительные, но портящие общую картину недочеты устранят, тогда, пожалуй, можно будет оценить качество уборки улиц от снега на отметку «Отлично». Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Между тем, школу-сад в поселке Кангаласы должны сдать в самое ближайшее время. На этой неделе прошла государственная приемка объекта. Что решила комиссия, никакие работы все-таки еще впереди. В репортаже далее. Более 5000 квадратных метров, 2 этажа. Теперь это современное здание объекта образования, который объединит школу и сад. Уже буквально со следующего года здесь будут обучаться юные кангаласцы. В целом в школе будет обучаться 175 учащихся и 100 детей садиковского возраста. Объект полностью возведен. Как отметили подрядчики, остались только мелкие работы, которые завершат уже до конца этой недели. Остались немножко слаботочники, будут работать. Дизайнеры пока вот чуть-чуть осталось закончить до 27-го. Ну и мелочи немножко по электрике. Все кабинеты и классы полностью оборудованы современной техникой. Осталось собрать парты и часть офисной мебели, что тоже будет сделано на этой неделе. Сегодня классы в основном готовы для эксплуатации. Подходит мебель. На этой неделе будем собирать мебель. Технические вопросы будут еще обсуждены на этой неделе. Что касается старого здания школы, то, по словам мэра города Якутска, его оформят как многофункциональный центр. Будут реализованы проекты многофункционального центра в здании бывшей школы, где под одной крышей мы объединим и администрацию, и учреждения культуры социальной, аптеку, отделение банка, чтобы населению было удобно. Так, это место обещает стать центром жизни всего поселка. Ну а официальный объект должны сдать 27 декабря. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Кангаласы. Ну и к другим темам. Всего 1,5 месяца в Якутии и уже ощущение полного комфорта в рабочей атмосфере. В республику продолжают прибывать врачи из различных регионов России. Так, теперь наконец-то в Алдане решен вопрос с врачом-офтальмологом. Более того, специалист той же деятельности появился и в столице региона. На встрече с новым специалистом побывала наша корреспондент Надежда Саханская. Надежда Николаевна, здравствуйте. Меня зовут доктор Стефан. Я буду вашим лечащим врачом. Мы сейчас посмотрим ваши глазки и решим, что будем делать дальше. Ставьте, пожалуйста, подбородок. Посещать врача-окулиста нужно регулярно. Это позволит заметить симптомы начинающихся заболеваний и своевременно принять меры. Эксперты отмечают, что не реже 1 раза в год нужно проверять и зрение. Так, в Якутской офтальмологической больнице теперь работу с пациентами проводит новый специалист с достаточно интересной биографией. Стефан Георгиев – этнический серб, и в нашей республике он оказался по нетривиальной причине. Мне был очень интересен формат выездных командировок. То есть, в принципе, выезды в УУСы, где остаешься сам один на один с проблемами и со сложными пациентами. Это достаточно интересный формат. В целом, учитывая свое происхождение, Стефан считает себя русским, так как основной период его сознательной жизни прошел в Москве. Вот уже 9 лет он трудится в сфере медицины, и новой ступенью в его карьере стала работа в нашей республике. Меня шокировали, конечно, якутские морозы, но я к ним был готов, в принципе, так что пока справляемся, так скажем. Также приезжий специалист на постоянной основе теперь появился и в Алдане. Врач-офтальмолог из Бурятии Евгения Дамдинова оказывает помощь как взрослым, так и детям. Ежемесячно в Алдан отправлялись в командировку специалисты из Якутска. Теперь в городской поликлинике врач-офтальмолог ведет прием на постоянной основе, который оказывает и плановую, и экстренную помощь. Вот надо отметить, что в наш филиал в городе Алдане приехал новый специалист из республики Бурятия. Мы очень долго ждали, когда появится постоянный специалист-офтальмолог в филиале, потому что нам приходилось ежемесячно командировать специалистов из города Якутска. И понятно, что это доставляло дополнительные хлопоты как самим врачам, так и постоянно пациенты задавались вопросом, когда приедет постоянный специалист. Поэтому мы отработали этот вопрос. Специалист приехал, с декабря уже работает, условия все созданы, мы обеспечиваем и жильем этого специалиста, и теперь она оказывает всю необходимую офтальмологическую медицинскую помощь в первичном звене для населения всего района.
И это только начало в рамках объявленного года здоровья в республике. Так, по программе «Земский доктор» вакантные места для специалистов-офтальмологов числятся в больницах арктической зоны республики, которые ждут профессионалов своего дела из различных регионов России и не только. Надежда Саханская, Владимир Павлов, Якутск. Мы продолжим сразу после небольшой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. Конкуренция или коллаборация. В ряде самых популярных среди туристов районов создаются настоящие туристические кластеры. Предприниматели будут создавать единое турпространство в Хангаласском, Амгинском районах, Ваймиконье и Верхоянье. И это только первые ласточки. Ведь не секрет, что у туризма в Якутии огромный потенциал. О том, на какие направления сделают упор в Амге, расскажет Анна Васильева. Уютный гостевой дом на 10 человек со своим двором и зоной для барбекю. В рекламе не нуждается. Бронировать места нужно уже с весны. Ульяна Кузьмина оформила дальневосточный гектар недалеко от родного села Балугур. Вместе с мужем и сыновьями при поддержке администрации села отремонтировали стоявший здесь заброшенный домик. И вот уже с марта приезжают первые гости. Открывают сезон шашлыков односельчане. Здесь, на берегу Амги, отмечаются семейные и корпоративные праздники. Впрочем, на этом Ульяна останавливаться не собирается. Планов громадье. Очень много планов. Я хочу открыть круглогодичный туризм, лечебно-оздоровительный. И там хочу услугу коммусопития, ипотерапию. Ну, планов очень много. Мечты-то сбиваются, так что мечтаю. Очень хорошо, что мы в кластер вошли, Амгинский улус. Ага. Идею войти в единый туристический кластер приняла с радостью. В Амге можно не только купаться и собирать знаменитую на всю республику землянику. Району много чего есть показать и рассказать гостям. Очень много мастеров народных. Это все войдет. И там, короче, туда приедут. И там в Амге, Холобра в Абаге есть. Там кластер будет, там сосыл-сысы. Там гражданская война, и там есть история очень много. Историю знают наследников. Все будем вместе работать. Помимо этого, Ульяна мечтает разводить якутских коров. Действительно, агротуризм может стать настоящей изюминкой района. Так, фермер из соседнего села Покровка Игорь Петров уже планирует строительство своей турбазы. Здесь гости смогут не только отдохнуть, но и пообщаться с животными и с пользой провести время. Ну, хотелось бы вектор взять все-таки еще плюс агротуризмом заняться, потому что мы все знаем, что Амга является жемчужиной Якутии. Здесь очень много туристов. Туристы не охваченные. В принципе, в этом направлении нам суждено работать, я думаю. Здесь у нас имеется в Покровке хорошая туристическая база. Но хотелось бы немножко отклониться в агротуризм, чтобы люди приехали, посмотрели, попробовали, подоили, что надоили, сделали там, допустим, сыр, попробовали тут же, да. Ну и чтобы дети контактировали с животными. В туркластер могут войти все фермеры, в том числе коневоды. Этим летом первые 40 туристов, которые гостили в летней усадьбе семьи Уваровых, недалеко от села Имисы, конными прогулками остались очень довольны. Да, туристы это все, в основном они ездили на это. В основном девчонки приезжали к нам. Но им, если это хорошо, это понравилось, это езда. И они с хорошей стороны не только. Так что еще спланируемся, что дальше еще это развивать, еще здесь создать такой конный тур. Семья Уваровых занимается коневодством 20 лет. Идею с туризмом начал младший сын Василий. Гости не только осваивали маршруты верхом и общались с ездовыми лошадьми, но и жили в якутском балагане и ели исключительно национальную пищу. Так что туризм в Амге можно смело развивать в самых разных направлениях. Можем, если хорошие туристические базы построить и реализации экологически чистой продукции, которая у нас выращивается, у нас животноводство развито, коневодство, зерноводство, и по овощам тоже работы ведутся. Поэтому думаем, если инфраструктура еще улучшится, это у нас дорога, освещение, тогда Амга будет в будущем туристическим центром Якутии, как сказал Есен Сергеевич.
Есть в России Сочи, в Якутии Тамга. Якутские Сочи к реализации готовы. Концепцию по проекту единого туркластера в Амге Агентство по развитию туризма республики уже составили. Работы, в том числе строительство центрального турхаба недалеко от райцентра, начнутся со следующего года. Анна Васильева, Семен Семенов, Туяра Филиппова, Амгинский район. В преддверии Нового года активисты Общероссийского народного фронта дарят праздничное настроение многодетным семьям. На днях в костюмах помощников Деда Мороза и Снегурочки они побывали в гостях у семьи Алиференко. Все подробности далее. Здрасте. К вам помощники Деда Мороза приехали. Вот Снегурочка испекла вам пирог. Давайте мы его на стол поставим. Ну-ка. Дед Мороз нам дал задание передать вам подарки. Но не просто передать, а посмотреть, как вы выросли, что вы выучили и расскажете, что вы делали в этом году. Заходить в гости к семье Алиференко – добрая традиция активистов ОНФ. Но в этот раз повод волшебный – вручить подарки от самого Деда Мороза. Но чтобы их получить, детишкам пришлось пройти творческое испытание – прочитать стишок и спеть новогоднюю песню. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом сальная, зеленая была. Члены Общероссийского народного фронта вот уже 2 года дружат с многодетной мамой. Пару лет назад дочь Лилии лишили родительских прав. Наша героиня не могла допустить, чтобы внуков забрали в детский дом. Оформить опекунство, представлять ее интересы в суде помогли члены ОНФ. Я приехала с Московской области, с Сергиева Посада, чтобы забрать детей, опеку взять над ними. В течение 2-3 месяцев я уже забрала детей. Я устроилась на работу и стала все собирать, все документы. Поживаем мы хорошо. Я рада, что они со мной. Они мне помогают все делать в хозяйстве. Вообще они молодцы, учатся очень хорошо. Активисты не только дарят подарки, но и помогают продуктами и теплыми вещами. Помимо этого, следующей весной Общероссийский народный фронт планирует передать семье Алиференко домашних кур. Как будет выглядеть курятник, должны будут спроектировать сами детишки. Он дал нам задание нарисовать курятник, отдать бабушке, а бабушка ему, а он Деду Морозу. Нарисовать курятник красивый. И если будет очень красиво, то курицы будут. Члены ОНФ стали настоящими друзьями многодетной семьи. Лилия и ее 5 домочадцев всегда тепло их встречают. А их визит в преддверии Нового года вдвойне приятный сюрприз. Ведь такой добрый поступок приближает самый желанный и волшебный праздник – Новый год. По всем праздникам стараемся приезжать, привозить подарки, потому что дети активные, дети развиваются, детям интересно все это, и стараемся устраивать праздник детям. Дети всегда реагируют очень хорошо на подарки, как бы неизбежно. Новый год – это не Новый год, дети всегда рады чуду. Сегодня Новый год, дети нарядились, тоже помощники Деда Мороза, мы тоже помощники Деда Мороза, пришли с подарками. Вроде весело посидели, рассказывали друг другу истории, потанцевали, попрыгали, подарили подарки. Общероссийский народный фронт помимо многодетных семей оказывает помощь и пожилым людям. Каждому из них персональный подход. Евгений Тайтонов, Григорий Николаев, Якутск. День за днем. Между тем, якутяне присоединились ко всероссийской акции «Чудо на льду». Жители города Якутска нарисовали огромную новогоднюю открытку в честь деда Валерия, который на протяжении 10 лет поздравлял Россию, изображая открытки на снегу. О доброй традиции расскажет Саргалана Неустроева. На улице сейчас минус 44 градуса мороза, но по ощущениям все минус 50. Пробыв снаружи буквально 30 минут, лицо покрывается инеем, становится очень холодно. Однако густой туман и суровые якутские морозы не стали помехой для тех, кто решил продолжить добрую новогоднюю традицию Валерия Мельникова. Все началось 10 лет назад в селе Марково Амурской области. Именно там появилась первая новогодняя открытка. Зимние поздравления Валерия Мельникова быстро обрели популярность и стали настоящим достоянием села. В конце октября прошлого года Валерия не стало. Мужчина скончался от коронавируса. Но местные жители решили продолжить его дело и обратились к скульптору из Благовещенска Алексею Сидорову. Лично не был знаком, но идея хорошая. Делал ее в таком самобытном стиле человек, молодец. Несмотря на то, что от него не было какого-то там художественного образования.
действительно, нужно отдать должное человеку, что делал волшебство, так сказать. Это и правда настоящее волшебство. Благодаря энтузиазму деда Валерия поздравить друг друга с наступающим Новым годом вышли сотни человек по всей стране. В этом году при поддержке Минприроды России к акции присоединились жители Новосибирска, Омска, Оренбурга, Екатеринбурга, Москвы и Якутска. Нам помогли молодые ребята из Центра компетенции «Лето». Мы очень им благодарны. Сегодня они нарисовали эскиз. Мы распределили по бригадам людей. Принимали еще участие наши сотрудники Министерства экологии. Эта акция проведена в целях привлечения внимания населения к охране водных объектов. Это экологическая акция. Но, естественно, это добрая открытка с наступающим Новым годом. На якутской снежной открытке энтузиасты изобразили быка холода, а ознакомиться с работой прибыл сам Чисхан. Издревле бык холода ассоциируется с морозами. Поэтому мы решили поздравительную открытку изобразить быка холода. Всех поздравляю с Новым годом наступающим! Всего на лед Талого озера города Якутска вышло около 60 активистов. По словам Николая Мартынова, одного из участников акции, работали энтузиасты быстро. Погода располагала. А потому создать открытку удалось всего за 3 часа. Я думаю, что этот рисунок сохранится совсем недолго, потому что он уже завтра сможет, наверное, скорее всего, покроется шугой, и не так будет отчетливо видно контуры и края. Поэтому нужно успевать. Сегодня надо обязательно подойти, и когда будете мимо проходить, обратите внимание с моста, как все это выглядит. Зимние акции, народные забавы не редкость для Якутии, но именно чудо на льду, как ничто другое, сближает и согревает сердца. Сарглана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Ну а сейчас мы снова ненадолго прервемся, не переключайтесь. Мы продолжаем программу. В эти выходные в Русском драматическом театре проходит премьера мюзикла «Кентервильское привидение». Спектакль дарит всем желающим невероятное ощущение и возможность подружиться с дружелюбными привидениями. На итоговой репетиции побывала Валерия Наумова. Премьерная постановка для нашего города с эксклюзивным музыкальным сопровождением, с невероятными декорациями, которые заставят каждого зрителя окунуться в эту готическую сказку. «Кентервильское привидение» – это забавная и поучительная история о типичной американской семье, прибывшей в Англию. Они покупают за бесценок старинный замок. Правда, в качестве бонуса семейству достается крайне необычный сосед – настоящее привидение, именующее себя истинным зловещим ужасом. Привидение застряло в замке на долгих 300 лет и уже смирилось с отведенной ему ролью. Но что, если истинная дружба, милосердие и любовь все изменят? Здесь есть такой, я бы сказал, может быть, поучительный момент. Не все в нашем мире материально, не все измеряется деньгами, какими-то там драгоценностями. Есть другие какие-то вещи духовного плана, внутренние вещи. Это как раз вот в этом спектакле, я считаю, про это. Здесь как раз вот эта внутренняя человеческая доброта, любовь побеждает вот эти все материальные. К новогодним праздникам русский театр по традиции выпускает яркую музыкальную сказку. В этом году театр снова готов удивлять своих маленьких зрителей и их родителей. Спектакль насыщен трюками, необычными декорациями и костюмами. Есть немного волшебства и, конечно, уникальные песни, которые артисты исполняют только вживую. По словам директора театра, режиссер спектакля Андрей Габышев в тандеме с художником Андреем Волковым создали невероятно красивый, готический, несколько бёртоновский мир старой доброй Британии. Говорит мой знакомый,
автор инсценировки Денис Коваленко, он называет эту сказку страшно смешная сказка. То есть у нас нет задачи напугать детей, но избежать какой-то мистики и привидений в самом названии, да, кентервильское привидение невозможно. Само собой, мы постарались насытить его какими-то трюками, волшебством, полетами, там, трюк от летающей головы пытаемся сделать, ну, какие-то фокусы. Насколько это у нас получится, ну, это уже судить зрителю. Сказочно-юмористическая повесть «Кентервильское привидение» Оскара Уайлда была написана в 1887 году. Именно на ее основе драматург Денис Коваленко и создал эту пьесу. Вышла смешная, трогательная история о столкновении двух миров – реального и потустороннего. А еще о доброте, неравнодушии, об одиночестве и безграничной вере в чистоту человеческой души. Постановку будут показывать на протяжении всех новогодних праздников до 9 января. Интересно будет посмотреть не только детям, но и взрослым. Также русский театр радует не только этой премьерой. Впереди еще много сюрпризов для самых искушенных зрителей. А сейчас, в конце года, хочется немножко похулиганить. Реально. Вот мы будем хулиганить и для детей с родителями. И фактически этот спектакль – это семейный спектакль для семейного просмотра. Это и вечерняя постановка, которая у нас должна увидеть свет уже в январе месяце, да, и фактически это будет вот такая программа днем, вечером, в течение всего Нового года. Я думаю, будет интересно всем. Равнодушных не будет, ну, не останется никого однозначно. И чтобы вот здесь вот было приятное послевкусие, я думаю, что нужно, проходя по проспекту Ленина, все-таки заглянуть в Государственный академический русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина. Валерия Наумова, Джилустан Иннокентьев, Якутск. В Якутске на этой неделе назвали лучших кинематографистов года. Прошла вторая церемония вручения национального приза «Чепчал» или «Вершина творчества» в области производства кино. Кто стал триумфатором национальной премии, знает Дмитрий Темыров. Первая церемония была проведена в 2019-м, еще до начала пандемии. Тогда работу якутских кинопроизводителей оценивали по 8 номинациям. В этом году организаторы добавили еще 3. Лучший актер, лучшая актриса и лучший национальный региональный фильм. В номинации «Лучший актер» за роль в фильме «Черный снег» победу одержал Федот Львов. Лучшей актрисой стала Валентина Романова Ческырой за роль в «Пугало». И в номинации «Лучший национальный региональный фильм» заветная статуэтка досталась кинокартине «Белая дорога» Эльзы режиссера Юрия Курочки из Хакасии. У нас география расширяется, уже приз становится общероссийским, потому что участвуют регионы, национальные регионы России. И прибыло 6 фильмов на конкурс из Хакасии, Бурятии, Татарстана, Башкортостана. И у них отдельная номинация «Лучший региональный национальный фильм». Церемония вручения национальной кинематографической премии прошла в кинотеатре «Лена». Приз «Чепчал» представляет собой статуэтку человека, который, стоя на вершине горы, восхваляет и почитает солнце как бога, как свет, дарующий жизнь, как символ творческого начала и как магическое недосягаемое светило, куда стремится человек. И главный приз премии в номинации «Лучший фильм» получила нашумевшая кинокартина режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало». Нам, конечно, радостно то, что вот мы очень давно говорили о том, что нам все-таки нужна какая-то своя премия, как бы свой, ну, такой своего рода «Оскар», где мы в конце года будем какие-то итоги подводить, не выбирать, кто лучше там, да, а все-таки как-то определять, куда якутское кино двигается, как она развивается, как новые имена появляются, ну, как бы в таком плане. В мероприятии принял участие министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов. Он в своей речи отметил, что якутское кино должно двигаться дальше от феномена к большому признанию. О необходимости создать закон в поддержку якутских кинопроизводителей сказал и глава Якутии в своем послании к парламенту республики. Считаю, что назрела необходимость разработать республиканский закон о государственной поддержки кино. Прошу правительство и парламент республики с участием наших кинематографистов провести в 2022 году эту работу.
Перспектив у якутской кинопремии не меньше, чем у якутского кино. Организаторы планируют и дальше увеличивать его географию. Кроме того, предполагается, что соучредителем может выступить и правительство Якутии в лице Министерства культуры и духовного развития. Так что у премии «Чепчал» есть все возможности стать международной среди стран североазиатского региона. Дмитрий Тымыров, Иван Яковлев, Григорий Николаев, Якутск. Тем временем в Москве завершаются съемки нового фильма режиссера Костаса Марсана. Многим он известен по картинам «Итчи» и «Мой убийца». Теперь он руководит съемками большого российского проекта со звездами первой величины в главных ролях. О чем будет новая лента и с какими трудностями столкнулся режиссер на площадке? Подробности у Максима Кардозу. Якутский кинематограф выходит на новый уровень. Ведь режиссера, который до этого снимал на якутском языке и в реалиях нашей республики, пригласили в большое российское кино. Новая картина Костаса Марсана «Детектор» – это проект киностудии Горького. Это история о оперативнице, бывшей сотруднице полиции, которая вот уже ушла с работы. И вот ее прошлое дело вдруг начинает всплывать и затягивает ее в такой полумистический, психологический триллерный круг, из которого, в общем-то, вот вырвется она или нет, это уже надо посмотреть в кино. Для Костаса этот российский проект – настоящий эксперимент. Как говорит режиссер, сначала было непривычно руководить командой из нескольких сотен человек, но в роли рулевого он быстро освоился. Но пока все равно возникают трудности перевода. Тут у меня оказалась проблема вот в чем. Надо все быстро делать, да? Объяснять актерам их задачу, как настроить их на сцену. А так как я до этого работал только с якутскими актерами, я как-то вот где-то в сознании автоматически переходил на якутский язык, да? И такой думаю, стоп, меня же не понимают. А в состоянии в таком нервозном, да, ты не можешь вот быстро по-русски сформулировать, что ты хочешь. На площадке Костас работает с такими звездами российского кино, как Екатерина Вилкова, Кирилл Кяро, Гела Месхи. Это все-таки актеры очень высокопрофессиональные. Они могут привнести в эту роль что-то свое и предлагать очень-очень интересные решения сцен. И это по-настоящему такое совместное творчество получается с ними. Сейчас заканчиваются съемки фильма. Дальше монтаж и постпродакшн. Посмотреть картину можно будет через год. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и помните, что единственный способ наконец-то остановить пандемию – это, безусловно, вакцинация. До встречи в эфире.